Пусть вся Средняя Азия, как Бишкек, там все прогорит там. Чтобы там постоянно были перевороты. Чтобы горел постоянно Карабах и мучились и армяне. Чтобы все они поняли, что они никто. И тогда руководство России скажет: я предлагаю одну формулу, простую. Восстановление границ Советского Союза. В Таджикистане и в Киргизии, и в Узбекистане во власти находятся националисты. Им плевать на любые интересы, им всем приятно насаждать представителям национальности всех этих трех государств. Но она, так сказать, отодвигает проблему дальше, она не решается. Хочу отметить, что вопросы должны были решиться еще в прошлом году по договоренности экс-президента Атамбаева с Рахмоном. Таджикистан говорит, головное, так сказать, сооружение и часть реки, она находится на территории Таджикистана, это их. И второй главной задачей, которую они давно мечтают это сделать, это провести от Варуха коридор Таджикистан. Вот эти проблемы сегодня решаются через провокацию, через применение оружия, через смерть людей. Наличие этой проблемы Сохского района, она выгодна для всех трех регионов, которые находятся здесь: Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. Но страдают только таджики. Почему? Потому что скажу, что в Сохском районе проживает 99% это все таджики. Все таджики. Не знаю, как его умудрились отдать Узбекистану. Там 99% живут таджики. Варухчане хотят воды. Давайте заключим договор. Сколько кубометров воды им нужно ежегодно. Платите, берите. Или же на пастбище, сколько скота надо, в каком гектаре спасти можно. Платите, занимайтесь. Чтобы сотрудничество вот, в плане безопасности, да, оно было коллективным. Мне кажется, вот этого как раз нам, как бы, особенно в обществе не хватило. Да? Основным источником исламского терроризма в СНГ является Узбекистан, и это никакая не тайна. В меньшей степени Киргизия, но Киргизия маленькая и достаточно плотно контролируется. Узбекистан большой, и многие районы, такие как Ферганская долина, контролируются очень плохо. Я так думаю, руководству Узбекистана приятно, когда мучаются киргизы и таджики, таджикам приятно, когда мучаются на их территории киргизы и узбеки, и также киргизам приятно, когда у них в плену находятся и узбеки, и таджики. Сегодня у Кыргызстана, и у Таджикистана, и вообще у стран Центральной Азии, включая Россию, один враг. Это экстремизм и терроризм. Предмет. Где, что, кто нарушил? Если границы ёхпался спорные, кыргызы мы говорим вот это, таджик говорит вот эти. Здесь должна генпрокуратура работать. И было бы самым лучшим решением оставить эти территории и обменяться территориями. Я думаю, Сохский район было бы лучше передать Таджикистану. И там до Лейкана остается всего чуть-чуть. Узбекистан отдает. А Узбекистану уступил бы именно Фархадский район, который вот нравится Узбекистану. Да? Решение приграничных вопросов – это улица с двусторонним движением, прежде всего. Это как в семье. Эти вопросы между двумя соседями должны решаться этими соседями. Это означает, что Узбекистан никогда не сможет победить Таджикистан, имея в виду, что еще 12 миллионов таджиков живут в Афганистане боевых, что война – это не решение, и долгие войны могут сокрушить экономику как Кыргызстана, так Таджикистана и Узбекистана. Вмешательство третьих сил на стадии горячей фазы конфликта, оно нежелательно. Потому что даже когда муж и жена ругаются, человек, когда со стороны заходит, они могут помириться и вдвоем потом подавать по шеям третьему посреднику. Это раз. Территориями позволит всем соединиться, но тогда в этом случае Баткент остается в окружении таджикской подковы. И это киргизам тоже не нравится. Друзья, эту территорию, если вопрос не решить сейчас или в будущем, да, но в процветающем будущем это обязательно приведет к войне. На это же они не идут, они говорят, раньше так не было. Раньше был Советский Союз, была одна страна, скот, она всегда пасся на территории Кыргызстана, воду они брали тоже с этой протекающей на территории Кыргызстана реки, и не было проблем. Но сегодня же мы живем при капитализме.